Утро для сотрудников Карабулакской администрации начинается с рейдовых мероприятий по торговым точкам. Цель – мониторинг цен на продукты первой необходимости. По требованию правительства страны установлена предельная стоимость на каждый продукт. За 29 марта вот она уже 109. Все, это уже вот поставщик такой идет на цену. С 15 на 15% с 28 марта прошло подорожание. Так, это буренка. Да, а чабан у нас как идет? Чабан это у нас тоже соседний регион продукция. На логистику большая сумма у нас не может уходить, я как думаю. Ну, сможет, смотрите, молоко 79 15 марта было. А сейчас на данный момент у нас молоко, какая цена? Указано на витрине. 85. Сахар, мука, овощи и фрукты – набор основных продуктов. Самым стабильным сегодня остается мясо. Его цена не изменилась. В среднем 400 рублей. Пачка 50-килограммовых макарон была 189, сейчас 230. 700-граммовая упаковка гречки подскочила аж до 94. Прибавка почти в 50%. Больше всего на нашем рынке выросла цена на подсолнечное масло. Это масло куплено за 105, берем за 115. За 105. Если 115, 11,5%, 10%. Состав масла тоже не более 10. Да, не более дорогие, а вот то, что... На первой необходимости, да. А если оливковое мы туда не включаем, это обычное солнечное масло, растительное масло. Так. Хорошо, а вот большие идет, вот на больших оптовых, какая наценка вышла на вот эти вот, самая ходовая, 5 литров? Да, тоже 10%. Не более 10%. Да, там какая цена, насколько изменилась? Или можно бы по маслу узнать? Подорожание там масло идет не из-за того, что из-за этого, а сезонное. Сезонное подорожание уже идет, я понял. Итак, на каждый товар плюс 15-20%. Однако в этом продуктовом магазине обещают не поднимать цену больше, чем на 10%, согласно договору с администрацией. Цены, конечно, тяжело было удерживать. Мы очень стараемся для своих покупателей. Первоначально, конечно, продавали по себестоимости до тех пор, пока это можно было удерживать цены. Ну, стараемся минимально наценивать. Все прекрасно понимаем, что людям тяжело, что надо как-то поддерживать свое население, своих покупателей обязательно поддерживать. Всех очень любим, всех знаем в лицо, каждый как бы здесь как родной свой человек. А какие прогнозы у поставщиков? Не знаю, не могу сказать. Одни говорят, что должно все стабилизироваться, вторые наоборот поднимают цены. Но это как бы только от них зависит. В магазинах предупреждают, цены меняются чуть ли не каждый день. Именно поэтому и бывает несоответствие на ценниках и реальности. Тем более многие жители запасаются продуктами первой необходимости целыми мешками. Так, а по 20 рублей это только скачать цена? Это старый. Это уже... Да, вот троицкий отрубной 24 рубля. Отрубной. Вот троицкий идет белый 22 рубля. 22 рубля. Вот у нас такая просьба, вот по этим ценам очень часто жалуются. Это да, я знаю, цены, да. Видите, тут... Все-таки для покупателя бывает и полегче, да, когда ты видишь цену одну и как-то адекватно. Успела сделать. Хорошо. Словом, у каждого владельца торговой точки своя цена и свое видение ситуации. Мнения покупателей тоже расходятся. Многие недовольны ценами, говорят, что меняются они с каждым днем. Что будет завтра, страшно представить. Цены взлетели до небес, одним словом. А в этом магазине? В этом магазине так же, как и везде. Просто близко, нам нравится, удобно. Когда первый рост был, вот тогда, как и везде, все подросло. Но сейчас вроде бы держится. Чуть-чуть есть, даже который снизился, есть, чуть-чуть есть. Надеемся на лучшие, да, Лэндами. Цены? Вообще не нравятся мне цены. Нигде не нравится, нигде. Ну тут еще более-менее, а так нигде не нравится. Цены высокие. Такие массовые проверки проходят по всей Ингушетии. Ответственные лица будут каждый день мониторить ситуацию и предпринимать меры по сдерживанию роста цен. Хава Гагиева, Асхат Белакиев, Новости 24.